Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Единый реестр видов надзора создают в России. Когда начнет работать система и какую пользу принесет? Идеи якутских дизайнеров оценили на всероссийском уровне. В Москве завершился первый этап образовательной программы «Архитекторы.рф». Чемпионат России по кикбоксингу сегодня стартует в Якутске. Сборной Якутии торжественно вручили спортивную экипировку для участия в турнире. Рост числа желающих получить вакцину от COVID-19 фиксируют в России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось. Голикова отметила, что необходимо привиться в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким. Это не страшно, это безболезненно, подчеркнула вице-премьер, сделавшая прививку еще осенью. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы единого реестра видов надзора с 1 июля. Он сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной, говорится в сообщении. Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу, сообщает Кабмин. Ранее Михаил Мишустин напомнил, что реформа контрольно-надзорной деятельности предусматривает целый комплекс мер. Мошенники придумали новую схему обмана. Злоумышленники теперь предлагают россиянам оформить вклады под высокий процент, а при введении данных воруют информацию для доступа в личный кабинет. Так, клиентам банков присылают ссылки на поддельные страницы сайтов, где нужно ввести настоящие логин и пароль от личного кабинета, якобы для оформления вклада. Переоформить под более высокий процент предлагают уже действующие вклады. Предложения могут поступать по телефону и по электронной почте. В Центробанке сообщили, что осведомлены о такой схеме мошенничества. Интерес мошенников сместился с банковских карт на счета и депозиты, так как там хранится гораздо больше денег, пояснили в ведомстве. Идеи якутских дизайнеров оценили на всероссийском уровне. В Москве завершился первый этап образовательной программы «Архитекторы.рф». Каждый год на конкурсной основе организаторы собирают со всей страны 100 самых интересных специалистов в области урбанистики. В этот раз в число лучших попала и известная якутская художница Кыдана Игнатьева. Цель программы – подготовить профессионалов для создания комфортной, разнообразной и жизнестойкой городской среды в разных регионах России. Участники посещают мастер-классы, семинары от лучших экспертов в области архитектуры, учатся применять инструменты улучшения городской среды, делятся опытом. И нашей республике есть чем удивить коллег из других регионов. Если посмотреть по России, очень много чего делаем нового тоже. Дизайн, коды для сел, это вообще никто не делал еще по России. Никто еще не реализовывал сильно, как мы. Многие проекты, многие работы с иностранными экспертами мы проводим для наших архитекторов. Такого тоже нет в других городах, регионах. И они шокируются прям. Интернет вытесняет книги, а дети стали меньше читать. Так считают многие родители, однако данных, подтверждающих этот факт, нет. Библиотекари же уверены, что уровень чтения остался прежним, только к традиционной книге добавились новые способы получения информации. Олеся Васева подробнее. И, в общем-то, этого потока, этого вдохновения было всего два. Да, и книжки две детские. Всего две, но какие? В каждом издании произведения победителей республиканских и международных конкурсов. Известный публицист и краевед Сергей Москвитин взялся за детскую литературу спонтанно. Вдохновили дети, потом внуки. Немалую роль сыграло желание попробовать себя в конкурсах. Теперь у него внушительный список наград, а формулу успешной детской литературы ищет до сих пор. Да вот попробуй, разберись. Маршак считал, что книги для детей должны быть по уровню не меньше, чем для взрослых, но лучше даже. И причем эти требования, как правило, идут от самих взрослых, потому что все беспокоятся за то, что будут читать наши дети. Главное, чтоб читали. Сегодня родители видят детей чаще с гаджетами, чем с книгой в руках. Вот и думают, чтение детей совсем не интересует. Так ли это? Любишь читать книги? Ну, смотря какие.
А какие тебе нравятся? Ну, про игры нравятся некоторые. А еще какие-нибудь есть любимые? Ну, Денискины рассказы нравятся. Рапунцель, Белоснежка. Ну, там еще какие-то сказки. Рассказы Сергея Москвитина. Так откуда взялось мнение, что современные дети не читают? Масштабных исследований этой темы не проводили с 2001 года. Делали лишь небольшие замеры для отдельных исследовательских работ. Они показали, чтение никогда полностью не уходило из досуга школьников. Менялось лишь качество. Что читают дети сегодня? Этот вопрос мы задали в детской библиотеке Ленска. Здесь и до пандемии, и после всегда детские голоса. Школьники любят проводить свой досуг в читальне и, конечно, брать любимые книги. Вероника Хороших с 5 лет буквоед. Первоклассница – постоянный посетитель библиотеки. Иногда я беру про животных, там про людей, как рассказываются вот всякие про статуи, вот так вот. И получается про города, про мир. Сотрудники библиотеки говорят, откуда взялся миф, что дети не читают, они не знают. В этом убеждаются каждый день на рабочем месте. Об этом говорят их показатели. В год библиотека должна принять 3600 читателей. План не выполнили только в 2020 году. Пандемия. От того, что ребенок не сидит вот именно в кресле с книгой, это еще не говорит о том, что ребенок ее не читает. Сейчас, по-моему, всем известно, что в век информационных технологий книга приобретает все более новые и новые форматы. Дети к нам приходят, дети любят нас, мы любим их, и все прекрасно, дети книги читают. Интерактивная аудиокнига, электронная или классическая. Каким бы способом дети не черпали информацию, главное, чтобы у них не пропадал интерес к изучению мира. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Кулинарное путешествие по странам и республикам. Представители 15 национальных общин презентовали блюда своих народов. Мероприятие прошло в Доме культуры имени Кулаковского в рамках межнационального проекта «Народные традиции здорового питания», посвященные Году здоровья в регионе. Задача участников была не только рассказать о самых популярных блюдах своего народа, но и представить экспертам их пользу. А в научной части мероприятия приглашенные ученые поведали о народных традициях здорового питания. Самое такое традиционное блюдо у корейцев – это кимчи, соленая пекинская капуста засоленная. Но дело в том, что она считается самой традиционной, и на каждом столе, утром ли, вечером ли, всегда на каждом столе у корейцев это кимчи обязательно. Это уже как бы испокон веку, можно так сказать, и у корейцев, наших соотечественников, и у российских корейцев это уже здесь. Она солится по-разному, но это острое блюдо, и оно считается таким как бы за здоровье. Почему? Если поедим острое, вот если, вот, допустим, простыла я съела эту кимчи и пропотела, и, как говорится, все, утром я встала, у меня температура стала нормальной, как говорится, да? Далее о спорте. Сборной Якутии по кикбоксингу торжественно вручили экипировку для выступления на домашнем чемпионате России. Команду представят 22 взрослых спортсмена, а также 25 юниоров. Спортивная форма изготовлена местной компанией, которая является постоянным партнером сборных команд республики. Напомню, чемпионат России по кикбоксингу стартует в спорткомплексе «Триумф» сегодня. В турнире примут участие сильнейшие кикбоксеры страны в разделе К1. Соревнования станут отбором в сборную России для участия на чемпионате мира. Последние 10 лет наши спортсмены из нашей республики стабильно входят в сборную команду России по кикбоксингу, успешно защищают честь России на международных соревнованиях. Спортсмены готовы, ждут начала соревнований. Все необходимые тренировочные мероприятия мы провели и готовы как никогда. Ожидается приезд около 40 регионов России. Вся Россия будет у нас, от Калининграда до Камчатки.
Научиться кататься на лыжах теперь можно на стадионе «Триумф» города Мирного. Культурно-спортивный комплекс открыл новое направление. Коньковый и классический ход поможет освоить инструктор Алевтина Денцюлянь. Кандидат в мастера спорта по биатлону знает, как уверенно стоять на лыжах. Подробности в материале наших коллег. Подобрать лыжи и палки по росту и весу. Послушать краткий инструктаж, понять, как надеть лыжи и куда поставить палки. Локоточек у нас чуть согнут и приподнят немножко. Вот это вот у нас будет правильное положение палок. Алевтина Денцюлянь лыжными гонками занимается с детства. Пару недель назад девушка начала тренировать желающих на стадионе «Триумф». На занятия к ней приходят люди с разным уровнем подготовки. Кто-то ни разу не стоял на лыжах, кто-то желает усовершенствовать технику. Ко всем девушка находит подход. Все зависит от человека. Кто-то быстро приходит. Вот у меня девочка пришла, она буквально за первое занятие поймала классический ход и довольно-таки уже хорошо катается. Надо просто закреплять сейчас это все. Вот. Но есть кто, конечно, кому тяжело освоить. Это достаточно сложно координационные движения. Вот. Поэтому там уже 2-3 занятия. Хотя бы надо посетить с инструктором, чтобы понять, иметь представление. В циклических видах спорта главная цель – достижение высокой скорости. А без правильной техники сделать это сложно. Вот, например, наш оператор-постановщик Артур Голиков. Купил лыжи 4 года назад, время от времени катался на базе «Заречная». А после занятия с инструктором выяснилось – техника хромает. Впечатления очень положительные, но тяжело. Потому что я думал, что я хоть как-то умею ездить. Оказывается, техники у меня нет вообще никакой. Пытаюсь ездить сам, учиться. И вот сегодня занятия показали, что много времени потерял. Надо было как бы лучше с инструктором, быстрее покажет тебе технику. А в лыжах самое главное – это техника. Поэтому нужно обязательно с инструктором хотя бы несколько занятий. Покататься на лыжах на стадионе «Триумф» можно по выходным с 2 часов дня. Одно занятие с инструктором обойдется в 500 рублей за 1,5 часа. Без тренера 330 для взрослых и 170 рублей для детей. Записаться можно через мобильное приложение культурно-спортивного комплекса «Единая карта клиента». Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем следить за развитием событий. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и оставайтесь с нами.